Евгений Мальцев, Валерий Клюкин, Геннадий Ковалев, Вера Мальцева, ансамбль «Абакан». Или «Абакан». Вчера встретились на улице, поэтому спасибо, аплодисменты ваши. Дорогой Игорь Федорович, вы видите, что сегодня в зале собрались все ваши друзья, родственники, коллеги и просто почитатели, поклонники вашего таланта, которые пришли сегодня поздравить вас с вашим замечательным юбилеем, сказать вам слова благодарности за ваш талант, за то, что вы своим творчеством дарите нам встречу с прекрасным. Поэтому я бы хотела с удовольствием сейчас пригласить к микрофону для поздравления министра культуры Республики Хакасия Татьяну Владимировну Чаптыкову. Добрый вечер, земляки. На моей памяти это самый нестандартный юбилей, Игорь Федорович. Я даже не могу сосредоточиться. У меня, конечно, потрясающее чувство юмора. И даже не верится, что мы сегодня отмечаем 60-летний юбилей. Вот посмотрите на него. Он производит впечатление абсолютно молодого человека. Он молод духом. Это главное качество его натуры. А вместе с тем, я думаю, что он не случайно нас решил, так сказать, в середине концерта включить, чтобы сбить с нас, может быть, какую-то пафосную волну, потому что на юбилей тяжело все время хвалить. Это тяжелая нагрузка, да, Игорь Федорович? Но, тем не менее, есть такие удивительные биографии, где не надо хвалить. Надо только перечислить факты жизни. Вот достаточно сказать, что 38 лет он посвятил Дому культуры. Из них половина связана с ансамблем «Жарки». Он там работал концертмейстером. Сейчас он заведует методическим отделом по развитию культуры коренного народа. И вы знаете, я должна сказать, что вот совсем недавно мы видим, какие выдающиеся достижения привели к вот этому замечательному труду. Вот плоды увидели, потому что совсем недавно наш ансамбль «Жарки» поехал в Канкс, где проводился международный фестиваль, он называется «Открытый Сибирь», учредителем которого была Франция. И наш ансамбль «Жарки» в номинации «Фольклорный коллектив» занял гран-при этого фестиваля. Вот результат его деятельности. Оглушительная победа, потрясающая. И поэтому французы пригласили их во Францию. Вот, дождались, да, или нет? Замечательно совершенно. А в 90-е годы у нас были свои замечательные самодеятельные коллективы. Тогда уже вовсю работали первые певцы с академическим образованием. 90-е годы все знают, представители нашего поколения старше, это был джазовый город. Вспомните Куца. Да, но не было этнической эстрады. Вот этот сегмент был не заполнен. И вот как раз Игорь Федорович, он стал у истоков создания нашей этнической эстрады, потому что Хасхетнарель, да, был, да, это был 93-й год, да, 93-й год, если не ошибаюсь. А чуть дальше, позже, голос Кын, голос Кын, это был первый телевизионный конкурс, цель которого была поиск молодых талантов. Да, вот это тоже, потому что каждый раз он заводил какие-то новые идеи, инициативы. Ну и, конечно, Чесханат. Чесханат — это 94-й год. 94-й год. Вы знаете, в 90-е годы, мы помним, какое-то было тяжелое время для культуры. Вообще будущее государства было под вопросом. И на долгое время из центра внимания общественного как-то были оттеснены дети. И он единственный, кто вспомнил тогда о детях
создал этот замечательный коллектив, а сегодня он имеет статус заслуженного народного коллектива Российской Федерации. Единственная республика. Браво, Игорь Федорович. Это ваш выдающийся вклад. Выдающийся вклад. А сегодня он вспомнил молодость. Конечно, на нас накатила ностальгическая волна. Отдельное вам спасибо, потому что 90-е годы – это начало бардовского движения. И низкий вам поклон за то, что вы еще и Сашу Киштеева пригласили, потому что он тоже был кумиром 90-х. Саша, вы выйдете на сцену. Михаил Иванович, выйдите на сцену. Возвращайся, Саша. Александр Иванович, приглашаем. Александр Иванович, Киштеев. Ну, где-то он там потерялся в земле. Поэтому мы сегодня благодарим вас за выдающийся вклад в культуру Хакасии. Но я, поскольку учебник непредсказуемый, я не знаю, чем вас удивите в ближайшие десятилетия. Может, вы уже освоите цирковое искусство, памятнее. Значит, сегодня мы вам дарим вот эту грамоту. Это не благодарность Министерства культуры. Игорь Федорович, дорогой, это благодарность от всей культуры, от всего народа. Да. Спасибо вам. Чая. А это его жене, потому что быть женой творческого работника, это, согласитесь, нелегкий профессиональный труд. Между прочим, она сама директор музыкальной школы в Бельгии. Вот такая удивительная семья. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Дорогие друзья, хотелось бы предоставить слово для поздравления министру национальной и территориальной политики Республики Хакасия Михаилу Анатольевичу Побызакову. Добрый вечер, уважаемые друзья. Игорь Федорович сегодня тон задал ностальгический, юмористический. Потом хочу сказать, действительно, вот Тюйская земля родила очень много талантливых людей. Вот в детстве мы, когда играли в войнушку, делились на две команды. Одна была Брагаяковы, другая все остальные фамилии. И было поровну. Поэтому Игорь Федорович один из ярчайших, конечно, представителей рода Брагаяковых, прославляет наш хакасский народ далеко за пределами республики. Игорь Федорович много лет руководитель, много лет вот, писатель, композитор, сейчас поет, баян. Игорь Федорович с баяном это вообще ассоциация, вот прям неотъемлемая часть. И вот когда в Аскитском районе вот, Игорь Федорович много тоже ностальгических моментов руководил газетой, телевидением, радио. Он постоянно действительно свое творчество вкладывал в наши традиции, сохранение, популяризацию. Там, на радио Аскиз не только Игорь Федорович, кстати, песни были. Поэтому Арлы Игорь Федорович Санчев пращурев ферслерді улғылапшев, алғыстапшев, хастарын бей болсын, күп тоғыныңар, үйір тоғыныңар, саплендерыңар агашынны, Тюширина, вот, Людмила Сабиловна, Сурончиков, Игорь Федорович, Саран, Баспиренер, еще вот, шумның күп Суронспыр, Игорь Федорович, шаячы достарына, анары идик түзімлі болсын, шумны үйрендіріңер, біз сілерге хичевс, түрет мінеріңер. Дорогие друзья, приглашаем для поздравления председателя Совета старейшин города Абакана, заместителя председателя Республиканского совета старейшин хакасского народа Виктора Яковлевича Чикчигашева. Bizler alırlar, bizim gün haydedir ulu alıp kızının ölümünde bulsa. А ходи уже следы сухтаныр. Бірте кізі суқтыбыз
bu şehit kızıge 6 жасайдым kızım. Пистанақ су. 6 жас қылбы сақырдан. Ана келе көргенде қайтады шейт күзі еще толдыры. Ана біздің жон-жобының үйкі жон-жобы үшін сыйық бершелер. Олы біздің олық алып кізе. Ол өлшен нема? Шоқты за алтын шоқтыс. Хакасияның жон-жобының. Короче говоря, сегодня по решению Совета старейшин Республики Хакасия Игорь Федорович награждается орденом за благие дела. По поручению Президиума Совета старейшин Республики я имею честь вручить этот орден Игорю Федоровичу. А в целом, конечно, обсуждали это решение мы с коллективом филармонии, потом с коллективом Совета старейшин города, и уже Совет старейшин республики принял это решение. Совет старейшин города Абакана, хакасского народа, тут направил приветственный адрес Игорю Федоровичу, потому что оно останется уже конкретно для своих, как говорится, потомков, предкам показать, что будет. Здесь мы описали все кратко, правда, что он действительно, о чем уже говорили сегодня, что он является основателем сегодня вот как раз организатором многих движений. И с последним я бы хотел сказать, вот детский коллектив Часхана. Первый раз я его увидел в эскизе. И когда увидел, как танцуют эти ребятишки, ну, вообще восторг был неописуемый, что так могут дети наши выступать. И так красиво, слаженно и хорошо. Поэтому действительно они проехали почти полмира в целом. И где только они не выступали. И везде заслуженно рекламировали и показывали народу, всему миру, что есть Хакасия, есть хакасы, которые могут сегодня действительно показать миру, на что они способны. А сегодня ведь как же россиянами пугают, англичане своих даже не пустили, болельщиков в Россию, говорят, там страшные люди живут, вообще ужасные. Одни эти медведи ходят по улицам, людей грызут. Поэтому где-то они не приехали на футбол даже. Поэтому у нас Игорь Федорович достойный вклад вносит в развитие хакасской культуры, этноса и языка. И еще, я, знаете, привык немного говорить, полчаса, не больше. А об Игоре Федоровиче можно говорить и 2 часа. Вот, согласны? Ну ладно, я шучу. Поэтому просто в заключение хотел бы сказать все-таки, что действительно он земляк практически. Аскийская земля не иссякает настоящими героями, которые сегодня формируют в целом культуру, возрождают и воспитывают молодежь, которые способны сегодня выходить на мировой уровень. Спасибо вам, Игорь Федорович.